В музейной сфере очки виртуальной реальности с эффектом присутствия и полного погружения были бы очень кстати, но не на выставках подобного формата. Мамины открытки, привезенные из санатория, значок октябренка и пионерский галстук, папин дневник и комсомольский билет, переплет которого будто совсем не коснулось время. Здесь же и бабушкин самовар наперевес с кухонной утварью, и дедушкины партийные документы. И тот самый патефон, который крутил граммопластинки с записями Утесова и иногда украдкой новый винил производства «Мелодия». Несколько локальных экспозиций, собранных на энтузиазме учеников и их родителей, сформировали гармоничный ансамбль той эпохи, которому позавидует любой музей. «Назад в СССР» – так звучит название выставки, развернувшейся в стенах лицея номер 9. Когда нам предложили быть кураторами на выставке, экскурсоводами, я зажглась этой идеей. Мне очень было интересно рассказывать детям о том, чем жили наши родители, об их молодости. Информацию мы брали в интернете, и спрашивали у родителей, чем они занимались. Организацией выставки занимается наша учительница истории обществознания Алена Владимировна. Когда нам сказали, что у нас будет выставка, мы ходили и объявляли детям, чтобы они приносили вещи, какие-то свои у родителей брали, там значки, деньги, и так собрали. Зал с советской атрибутикой разбит на несколько зон, которые отразили повседневную жизнь советского гражданина. Как герой художественного фильма времен коммунизма, посетитель постепенно погружается в атмосферу кооператива и гражданского общества. Причем возраст условного героя неоднозначен. Это то ли школьник, то ли девчонка-комсомолка, или же вовсе отличник производства, на которого равняется целый цех. И всем здесь уютно и все близко. Вот личная коллекция значков, пополняемая по мере развития в партийной структуре, а здесь коньки и футбольный мяч, аккуратно повешенная школьная форма, досуговая и бытовая обстановка с каждым характерным предметом, применение которых современному ребенку может поведать либо сам обладатель, либо толковый словарь. Дети приходят разных возрастов, то есть с 1 по 11 класс, и плюс мы еще планируем провести выставку для взрослых, то есть для родителей. Мы узнаем то, о чем мы не знали. То есть мы приходим домой и рассказываем об этом родителям, они, естественно, тоже улыбаются, смеются и рассказывают нам что-то еще. То есть это история. История вообще семьи, история народа и страны. По словам организаторов, такая выставка очень популярна. Это живой урок истории. Ученики могут сравнить условия жизни, ощутить технический и социальный прогресс. Подобные мероприятия очень важны для детей с клиповым сознанием, которое неизбежно преобладает над аналитическими способностями. И это не проблема современности, а критерий адаптации в условиях активного развития всех сфер жизнедеятельности человека. Нам остается наслаждаться размышлениями о том, как была зелена трава и почему раньше был слаще сахар. Екатерина Марочкина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.